Ей не удавалось осуществить свою мечту ни в Европе, ни в США. Поэтому концерт в Москве Земфира пропустить уж никак не могла. Зема призналась, что в полном восторге от действа. Приехав в Лужники к началу шоу «Моби», компания Земфиры заняла места в танцевальном портере с левой стороны от сцены. А с первых аккордов «Моби» вся публика сразу же завелась. И Земфира не стала исключением. После нескольких композиций она подошла к своим друзьям и бурно прокомментировала происходящее. «Серега, ну ты послушай, как классно играют. Я такого драйва никогда не слышала. Я в восторге». Тем, кто узнавал Земфиру, везло. Звезда щедро раздавала автографы. Иногда прямо на билетах. «Я вообще обожаю «Моби», призналась Земфира. «У меня есть все его записи. Давно мечтала увидеть его живьем. А если удастся с ним переброситься парой фраз, буду просто счастлива». И это ей удалось. Когда до завершения шоу оставалось 3 композиции, Земфира вместе со своей подругой Настей Калманович направилась за кулисы, чтобы там встретить «Моби». Историческая встреча состоялась, когда музыкант шел к себе в гримерку. Рамазанова сама подошла к «Моби», представилась на английском языке русской певицей Земфиры и перекинулась с ним парой фраз. Земфира неоднократно сообщала прессе, что сейчас находится в творческом отпуске и уже вот в который раз переформировывает свою группу. Тем временем на имени Земфиры дельцы спекулируют без стыда и совести. Пивной фестиваль «Крылья» расклеил по городу афишу с упоминанием Земфиры, дал рекламу по ТВ, что она, мол, хедлайнер фестиваля. И запустил в прессе дезинформацию о том, что Земфира отыграет на этом фесте полуторачасовой концерт с новыми песнями. Однако Земфира, демонстрируя в последнее время удивительную терпимость, решила не судиться с этими нечистыми на руку бизнесменами. Состав группы Земфира до конца не укомплектован. Мы по-прежнему в поиске барабанщика, сообщает певица. В ситуации с анонсированием «Крыльев» я никого конкретно не обвиняю, просто все поторопились и взяли на себя лишнего. Это недоразумение надо разрешить, чтобы не пострадал зритель, который намеревался меня там увидеть, продолжает Рамазанова. Я дала предварительное согласие за 3 месяца, но потом отказалась. Времени было предостаточно для того, чтобы не вносить меня в группу и в афиши. Тем более группы-то и нет. Тем не менее, лишний пиар никогда не срабатывал в убыток. На это-то певица и поставила. Это не 14 недель тишины. 21 июня в клубе Б2 состоялась презентация альбома Светланы Сургановой «Неужели не я», бывшей скрипачки «Ночных снайперов». На входе в клуб поклонники покупали футболки с изображением Светланы, диски и плакаты. Завидный интерес к атрибутике проявляла сотня фанаток, допущенная на закрытую вечеринку. Усевшись на стуле, предназначенные журналистам, зажав в руках билетики и блестя глазами, сургановская армия приготовилась к участию в таинстве. Концерт начался с исполнения 3 песен, вошедших в дебютную сольную пластинку Светы. Но еще раньше зрителям предстояло стать свидетелями шоу, на которое способен не только человек, которому в течение долгого времени приходилось играть на сцене второстепенные роли. Будучи теперь главной скрипкой в оркестре, Сурганова воплотила свою энергию в перформанс. Презентация «Неужели не я» началась со снятия с головы чужих волос и композиции «Не тобой болеет сердце». Авторство Иосифа Бродского и быстрая с этническими нотками «Птица». Альбом «Неужели не я» был записан очень быстро. Днем и ночью над диском помимо Светы трудились действующие участники питерских команд «Север Комбо» и Марк Шейдер «Скунс». А в пластинку вошли 13 песен, написанных в период с 1987 по 2002 год. Самая последняя «Мураками» вызвала наибольший интерес. Книги популярного японского писателя, вопреки дерзкому предположению Арбениной на пресс-конференции Максидрома, Сурганова все-таки читала. Проявляя большую лояльность в отношении бывшей подруги, Света даже заявила: «Все мои песни персонифицированы, и это в том числе. Сочинение новых песен в вообразимом будущем не предвидится. Сначала нужно спеть те, что требует народ», продолжает Светлана. Зато на носу у группы участие в рок-фестивале «Нашествие» в Раменском. А официальное приглашение от организаторов Сурганова и оркестр уже получили. А на осень намечена подготовка к большому концерту в Амхате, приуроченного к дню рождения Светланы Сургановой, который пройдет ориентировочно 14-15 ноября. По словам менеджера Destiny's Child Мэтью Ноутса, группа очень в скором времени может пополниться новой участницей.
Он серьезно подумает о включении в ее состав второй своей дочери Solange. До конца этого года трио, состоящее из Бэйнс, Ноулс, Келли Роуланд и Мишель Уильямс, находится в долгосрочном отпуске. Вполне вероятно, что возвратятся они уже как квартет. Solange уже некоторое время выступала в группе, правда, она всего лишь заменяла Келли Роуланд, которая сломала 2 пальца на ноге осенью 2000 года. Да и квартетом коллектив в свое время тоже был. В начале 90-х в группе пели Бэйнс, Ноулс, Келли Роуланд, Латоя Лакет и Латавия Робертсон. Когда в начале 2000 года Латоя и Латавия покинули команду, на их место взяли Мишель Уильямс и Фаррус Франклин. Последняя продержалась в составе Destiny's Child всего 5 месяцев. С тех пор группа и стала всем нам знакомым трио. Теперь же Мэтью Ноулс снова добавляет новую участницу. Тем временем Solange записывает свой уже второй сольный альбом, который должен выйти в начале следующего года. Среди вошедших в него песен будет дуэт с Bow Wow. По словам Мэтью Ноулса, Destiny's Child продолжит совместную работу уже в начале 2004 года, в то время как его дочь Бэйнс утверждает, что это произойдет не раньше сентября. Как бы там ни было, группа в любом случае не распадается. Даже если сольная карьера Бэйнс окажется сверхудачной, она все равно не забудет, откуда родом. «Я люблю Келли и Мишель», — рассказывает Бэйнс. «Я люблю с ними записываться и выступать. Мы друзья и всегда поддерживаем друг друга. И мне нравится быть в Destiny's Child. Вот почему группа существует уже 9 лет. Сколько бы я сольных альбомов не продала, я все равно вернусь в группу. Мы распадемся только тогда, когда прекратится наша дружба. А это, очевидно, произойдет не скоро». Остается только порадоваться за девчонок из Destiny's Child и их новый альбом, который вот уже в скором времени появится на прилавках музыкальных магазинов. Будем ждать с нетерпением. Вот уже почти год спустя, со дня юбилейной даты, а именно 25-летия смерти Элвиса Пресли, которой было отведено особое внимание со стороны рекорд-лейбла и музыкального мира в целом, BMG продолжает выпускать раритетные альбомы, приуроченные к этому событию, которые стали настоящим сокровищем для поклонников творчества великого Элвиса. 1 июля в продажу поступил уникальный коллекционный бокс-сет Элвиса Пресли «Close Up», состоящий из 4 дисков, на который вошли не издававшиеся ранее треки и раритеты. Этот релиз является продолжением и дополнением антологии «Elvis Today, Tomorrow and Forever», выпущенной BMG в прошлом году. Прошлогодняя коллекция уже разошлась тиражом около 150 тысяч копий по всему миру. Новый бокс-сет охватывает 4 важных и ключевых периода в поистине выдающейся карьере Элвиса, а также дает представление о том, какие технические приемы использовал сам исполнитель для записи музыкального материала. Дело в том, что Элвис всегда записывал концертники в студии при полном составе своей команды. Они переписывали записи до тех пор, пока музыка не звучала идеально. В Close Up были отобраны 89 песен. Коллекция построена по хронологии. Первый диск отображает эпоху 50-х. В него вошли редкие стереозаписи этого времени. Среди композиций Loving You и Jailhouse Rock, а также отрывки из сессии 57 года, сделанной в Radio Recorders. Уникальная коллекция песен из фильмов 60-х с участием самого Элвиса, не издававшихся ранее, представлена на втором диске, в то время как третий CD дает представление о записях 60-х, сделанных в знаменитой нэшвиллской студии. В последний, 4-й диск, который отсылает нас к 1972 году, полностью не издавшемуся тогда концерту, сделанному королем рок-н-ролла в Сан-Антонио, Техас, записанная в самом сердце Америки пластинка запечатлела легендарное выступление Элвиса, который тогда находился на самом пике популярности. И последнее. Именно 5 июля в 1974 году родилась знаменитая ведущая программы «Разум и чувства», которая выходит на канале MTV, Тута Ларсон, которая также является и диджеем радиостанции «Максимум». А в 1937 году родилась Алла Будницкая, актриса и ведущая программы «Из жизни женщины» на канале ТНТ. В 1954 году состоялся первый выпуск телевизионных новостей BBC. В 1969 году в этот день родилась Юлия Бардовских, телеведущая спортивных новостей на НТВ. И сегодня в Тушино стартовали 4-е крылья. Пока!